друзья, ну вот мы и прибыли в прекрасную долину реки Шалкудису. Именно здесь можно увидеть необъятные просторы казахских Джайляо, бескрайние степи, высокие горы, бурно бегущие реки и, самое главное, настоящую жизнь кочевников. Невероятный Шалкуде. Я сегодня не только проснулась раньше солнца, но и приехала на Шалкуде раньше всех чабанов, пока они еще не поставили здесь свои юрты, и у меня есть возможность одной из первых прикоснуться к этим чудесным, бескрайним просторам Джайляо. Долина реки Шалкудису. Удаленный уголок Алматинской области, окруженный высокими горами. А знаете, Шалкуде еще называют Чегемской долиной, и именно здесь протекает бурная река Шалкудису. Одна из причин, почему Шалкуде всегда зеленый, это дожди. Частенько солнечная погода меняется на грозовые тучки, а потом легкий дождик и опять жара. Я заметила новый тренд – чабаны на мотоциклах. Очень необычно и даже как-то обидно. Уходит романтика чабанов на конях. Интересно, может, когда-нибудь состоится первая игра кок-пар на мотоциклах? Ну, это риторический вопрос. Как и много лет назад, они селятся в юртах, отчего образуются целые аулы. Даже в воздухе царит атмосфера кочевья. А вот эта корова отбилась от стада, а верный пес ее сопровождает. Вместе они точно попадут домой. Я здесь одна, и такое ощущение, что Шалкуде принадлежит только мне. Закаты Шалкуде – это настоящая любовь. Доброе утро, друзья! Увидеть этот рассвет слишком дорогого стоит, и я никак не могла пропустить возможность позаниматься именно здесь, утренней зарядкой. Пение птиц и звуки настоящей природы – самое нужное для того, чтобы поймать релакс. Итак, начинаем! Мне кажется, что они живут здесь настоящей жизнью. Да, хорошо, конечно. Но не знаю, смогла бы ли я прожить здесь целое лето. Но точно поняла, куда нужно ехать, когда устаешь от шумной и суетливой городской жизни. А вот так готовится хлеб. Никаких тебе хлебопечек и мультиварок. Но зато как вкусно и ароматно! Я, конечно, знала о казахском гостеприимстве, но никогда не ходила в гости без приглашения. Здесь я по-настоящему ощутила теплоту объятий казахского радушия. Вообще, здесь люди очень добрые и такие искренние. Плоские горы Шалкуде никогда не покрываются льдами из-за того, что их высота не превышает 3000 метров над уровнем моря. Само плато испещрено глубокими ущельями. Разнообразный рельеф поражает. Как будто природа несла шкатулку с драгоценностями и уронила ее прямо на этом месте. Здесь вы можете попасть из степи в еловые леса. Когда-то здесь водился степной зубр. Долина реки Шалкудису невероятно обширна. Она в 2 раза превышает плато Ассы. Мне показалось, что основной турист здесь – это любитель джип-туров. А изюминкой на торте в Шалкуде является перевал Китмин.
на Шалкуде, я наконец-то научилась кататься верхом на лошади. Мое резюме. Здесь нет электричества, чабанам энергии солнечных батарей хватает лишь на час. Телефоны они заряжают от проезжающих машин. Воду берут на роднике, а купаются в реке. Баня в 2 недели раз. Днем лето, а ночью зима. Нужно брать побольше теплой одежды. Туалеты – только хардкор. Асфальта нет, но дорог и направлений много. Самое классное место – это Шалкуде. Вот о чем я подумала. Когда появляется мысль, что здесь настолько красиво, как будто бы не у нас, значит, это место действительно самое шикарное. Если вдруг вы тоже затеяли такое путешествие, то я вам советую поехать на Шалкуде через Кигень, увидеть озеро Тусколь, ну а домой возвращаться через перевал Китмин, который приведет вас к горячим источникам. Купание ночью в горячей воде – это просто муа! Узнавай, путешествуй, вдохновляйся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и узнайте много нового о туризме в Казахстане.